Два ребенка, одному год, другому 5, отравились угарным газом в квартире одного из домов на улице Липатова. Детей госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Прокуратура сейчас проверяет, почему это произошло и правильно ли обслуживалась вентиляция. Точная причина случившегося пока не установлена. Айрат Назипов узнал состояние пострадавших детей и выяснил основные причины подобных происшествий. Дикий крик, какой-то испуг. Сначала думал, вот между собой, но они же очень мирные. Капиталина Алексеевна рассказывает, крик около 10 часов вечера доносился из квартиры, где живет молодая семья. Муж, жена и двое детей. Одному год, второму 5. Супругов она называет людьми очень порядочными. Вскоре приехали медики, полицейские и специалисты газовой службы. Во всем доме сразу перекрыли газ. А чуть позже фельдшера на руках вынесли детей. Обоих увезли в ДРКБ. Тогда соседи и узнали об отравлении угарным газом. Дети поступили в состоянии средней степени тяжести с признаками отравления угарным газом. Проведены все необходимые мероприятия. В настоящее время состояние оценится как удовлетворительное. В ближайшие дни планируется выписка. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Советского района Казани. Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося и проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. В частности, будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования. Официальной причины, почему дети отравились угарным газом, пока нет. Соседи пострадавших говорят, что это первый случай на их памяти в этом доме, но добавляют, что чего-то подобного опасались. Проблем таких не было с газом или что-то такое? Вы знаете, что с газом у нас? У нас плохая тяга. Вот сколько раз я вызывала, которые за денежки, они говорят, у вас все забито. А когда я вызываю из дома управы, говорят, все чисто. Вот кому верить, не знаю. Но мне кажется, вот сколько я живу 10 лет, ни разу не чистили. В МЧС напоминает, что зачастую отравление угарным газом происходит из-за неправильной работы газовых приборов, дровяных печей и от недостатка вентиляции в жилых помещениях. Причем некоторые татарстанцы и вовсе специально закрывают вентиляционные отверстия, чтобы не уходило тепло. Делать этого категорически нельзя. С начала 2020 года на территории Татарстана зарегистрированы 23 случая отравления угарным газом, в результате которых пострадали 49 человек, в том числе 19 детей, и 4 человека, к сожалению, погибли. Сейчас устанавливаются причины случившегося, чтобы не допустить подобного в будущем.